Сегодня пресс-секретарь Путина Песков сообщил о том, что Россия не исключает возможности отключения России от международной финансовой системы SWIFT, банковской системы. Вот его цитата, давайте послушаем. Российская Федерация не может исключать ни одну из западных угроз, в том числе отключение от SWIFT. Если Россию отключат от SWIFT, что это будет означать для России, насколько мощным это будет ударом и насколько это реально сейчас? Ну, мне кажется, вот то заявление, которое мы услышали, кстати говоря, Сергей Лавров, руководитель международного ведомства Российской Федерации, говорил о том же, но, соответственно, это такая сформировавшаяся коммуникационная позиция Российской Федерации официальных властей. Но мне кажется, это на данном этапе это определенный блеф. Потому что, да, там Сергей Лавров говорил о том, что надо сформировать свою систему, надо вот те страны, которые отказываются от давления Соединенных Штатов и там всяких стран, подобных Соединенным Штатам, они должны договориться о своей системе платежей и, грубо говоря, не зависит от вот этих вот капиталистических узурпаторов. Но это так, цитата больше от меня. Но мне кажется, что все-таки Российская Федерация, которая основной рынок пока что, основной своей продукции, а это углеводородов, видит все-таки в Европе, отказаться от системы SWIFT, а многие эти продажи происходят в том числе через Банк Нью-Йорка, Bank of New York, но это будет катастрофой для экономики Российской Федерации. И сегодня нет серьезных и фундаментальных альтернатив, которые бы позволили этой экономике держаться без SWIFT. Поэтому я думаю, что их заявления такие больше игра на нервы, чем какие-то серьезные заявления, намерения Российской Федерации. А в каком случае ее могут отключить от SWIFT? Но я думаю, что это действие как бы последнего аргумента. То есть я думаю, что вот самое последнее, что могут сделать, это отключить Российскую Федерацию от SWIFT. Потому что, опять же, это создаст просто огромный дисбаланс в экономике, в том числе и Российской Федерации и Европейского Союза. Это очень сильно повредит возможностям энергетической безопасности Европы, европейских стран. И это сильно ударит по экономике Российской Федерации, которая действительно может прийти к такому полураспаду, а то и распаду. А если так, то это может повлиять на распад Российской Федерации как государства, на мелкие, такие вот государства, которые представлены федеративными устройствами Российской Федерации. Опять же, мы возвращаемся к тому вопросу, что это миру не нужно, да, потому что у Российской Федерации есть ядерное оружие. Есть очень серьезное опасение, что эти ядерные боеголовки в результате такого распада могут оказаться у не очень таких, знаете, ответственных и обязательных людей, а то и откровенных террористов. И это миру и большой геополитике